Да. Поскольку я присутствовала на этих адресах, есть реплика. Значит, механизм, как остановить это безобразие, он разработан. Точно так же, как предыдущая ранее выступала, она говорила, что не урегулирован вопрос передачи документов, уже есть точно так же в административном кодексе меры, которые можно применять. Но они не применяются. Прокуратура не реагирует даже тогда, когда называешь статьи законодательства. То есть она просто игнорирует, она выбрасывает из текста значит, то, что ей не нравится. Теперь, что касается механизма защиты вот в таких случаях. Жилищная инспекция. Я лично била тревогу много лет для того, чтобы была создана жилищная инспекция. В результате мы получили горькое разочарование в виде этой жилищной инспекции. Потому что приходит инспектор, составляет предписание, это ее прямая обязанность, в данном случае я назову фамилию, это Каракулина. Значит, во-первых, она составляет данный документ с серьезными нарушениями. В левой части она называет нормы, четко совершенно. С правой стороны она пишет то, чего в этих законах нет. Значит, это нормотворчество чистой воды. Второе, она приносит второй документ спустя некоторое время, когда жители уже кричат: придите еще раз, пожалуйста. Там четко написано: демонтировать вновь возведенные стены, демонтировать плиты, демонтировать каркас кровли. Это регулируется специальным законом. Почему это решает суд общей юрисдикции, регулируя это общеправовыми нормами, когда есть уже уполномоченный орган? Дальше она приходит в третий раз, и появляется третья бумага, в которой мы читаем: конфигурация кровли не изменена. Понимаете? То есть вот то, что вы сейчас видели, это за это время между вот этими двумя последними представлениями нарос еще один, третий этаж. Это было уже показано на слайде. Да, это было показано на слайде. Поэтому я кратенько посмотрела предложение, да, вот по этому круглому столу. Там один пункт, который состоит из того, что давайте разработаем законодательные нормы. А что делать с тем, если законодатель уже свой выполнил долг, он разработал эти нормы, но они не соблюдаются уполномоченными же органами? Почему административное производство заканчивается тем, что люди набирают кучу макулатуры, и потом им приходят и говорят: ну а теперь идите в суд общей юрисдикции и поговорите с судьей Исаевой Дзержинского районного суда, которая вообще не понимает в этих нормах. Она лично мне сказала, что я этого ничего не понимаю и понимать не собираюсь. Она упорно в течение 5 разных заседаний по разным вопросам говорила: помещение 4H, когда это помещение 4N, и все истцы, ответчики ей все время говорили: исправьтесь, пожалуйста, N означает нежилое, буква N. Понимаете? Кто решает этот вопрос? Специалист, у которого диплом, и который назначен государством решать этот вопрос, или суд общей юрисдикции? В итоге мы получаем решение суда, которым судья Исаева, я вас уверяю, разрешит ему достроить эту мансарду до конца, как это было во всех предыдущих случаях. Спасибо за внимание. Можно еще чуть-чуть прокомментирую? Я хотела добавить о том, что я... Сейчас, одну секунду. Можно мне ответить? Это вообще не выступление, это вопрос, если я правильно понимаю. Значит, все нормы закона в данном случае, значит, уважаемые коллеги, они на самом деле действительно есть. Нет одного воли и желания у органов госвласти Петербурга, которые все это могут остановить. В конце концов, есть статья 222 из Гражданского кодекса Российской Федерации о самовольной постройке. Вот все эти мансарды, они четко под эту категорию подпадают. И в этой статье, значит, ясно сказано, что эта постройка, она подлежит сносу или собственникам, или за его счет. Значит, но только этот механизм, он почему-то нашими властями не используется. А мысль о том, что идите в суд, значит, а потом пусть еще приставы придут. Ну, понятно, что никакие приставы не будут сейчас сносить эти мансарды. Она, опять же, значит, мне представляется просто издевательством. И я думаю, что в данном случае идет речь не о несовершенстве нашего законодательства, а о самосговоре и поруке уже круговой, потому что мы видели, по крайней мере, на большей части этих адресов, что те, кто разводит эти мансарды, в очень милых отношениях с жилкомсервисом и с администрацией. И вы прекрасно вообще понимаете,
что без покровительства наших чиновников вот ни одна из этих мансард, она строиться бы даже бы не начала. Это абсолютно очевидный факт. Борис Владимирович, можно вопрос, да? Да. Скажите, пожалуйста, Вот там, у нас есть... там вот микрофон. Сейчас, там сперва. Я хотела бы добавить вот о чем. Дело в том, что жилищный кодекс очень много положений. Коллеги, вопросы Да, задавайте. я Мы с вами потом обсудим после... Значит, Коллеги, извините, пожалуйста, я настоятельно прошу реплики и выступления отложить на следующую часть. Сейчас только уточняющие вопросы. Если у вас есть уточняющие вопросы, задавайте. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что отношения вот по строительству мансард должны регулироваться жилищным кодексом, когда есть специальные нормы, это правила и технические нормы эксплуатации жилищного фонда, которые контролирует Государственная жилищная инспекция. То есть этот вопрос должен регулироваться в досудебном порядке именно этим органом. И ему предоставлены очень большие там полномочия, которые он старается перевести тоже в плоскость судебную. То есть обращаться в прокуратуру со своими там ходатайствами, будьте любезны. Значит, это совершенно неправильное решение, потому что в специальном законодательстве Кодекса административных правонарушений есть указание, что предписание, выданное Государственной жилищной инспекции, должно исполняться тем органом, который выдал. Пожалуйста, скажите, почему вы переводите в жилищный кодекс? Я ничего никуда не перевожу. Я сослался на нормы жилищного самого кодекса только потому, что там у нас четко записаны обязанности органов самовластия по защите прав собственников. Что касается жилищной инспекции, я был у их начальника Владимира Михайловича Зерко по вопросам всех этих мансард. И услышал от него следующее, что все, что они могут, это наказать управляющую компанию. И больше вот якобы ничего они не могут. В таком случае это остается в гражданском праве. Не должно быть. Это должно быть в административном праве. Борис Владимирович, вот у меня такой вопрос. Спасибо. На самом деле, Это сейчас я Марина быстро. Яковлевна вопрос задает. Да, я вижу. Значит, вопрос такой. На самом деле, отнимаются подвалы и чердаки, вы знаете, да, пишется, что это N, то есть нежилое помещение, много чего делается, и известно все, да. Это делается по всей стране, на самом деле. И строятся также мансарды, это все делается, это все общедолевое имущество, которое не описано, не зарегистрировано. Описать должны сами собственники, согласно 491 постановлению, что им не удается, и не зарегистрировано. Вот не кажется ли вам, что вот эти все вопросы надо обобщить именно как имущество общедолевое и обратиться в Конституционный суд? Кто имеет право пользоваться этим имуществом, переделывать, реконструировать и так далее, кроме самих собственников? Вот не хотите это сделать? Потому что Марина, мы такую инстанцию найдем очень далеко. я понял вашу мысль, я в общем думаю, что это имеет смысл. Но вот в тех случаях, о которых я вот говорил вот сейчас, особенно первый и второй, это даже не то, что у дома был какой-то чердак, его перестроили. Это вообще новое, этого в принципе не было. Это на доме строили то, чего у него не было никогда, и тем самым нанесли вред не просто общему имуществу, а имуществу тех людей, которые живут под этими постройками, вот конкретно. И эти люди, они нигде не могут найти защиту. А что касается вашего предложения, я его с удовольствием отдельно обсужу. Общедолевое имущество, которое было использовано в основе. Коллеги, мы не заканчиваем обсуждать проблемы. Оставьте немножко вопросов другим выступающим. По-моему, Борис Владимирович достойно выдержал все. Мы объявили уже Ольгу Витальевну Жданову. Сейчас, В этих домах есть ТСЖ? А? В этих домах есть ТСЖ? Значит, в самодвух есть, в самодном оно не создано, но в данном случае это даже не имеет большого значения, потому что ни с ТСЖ, ни с этими собственниками, ни с их собранием никто ни одну из этих построек никогда не согласовывал.
и не согласовывая ни с одной из тех инстанций, из органов власти, с которыми это нужно делать. Я уже не говорю о том, что на памятник архитектуры в принципе вообще никто не мог и выдать даже этих согласований на такие постройки, это напрямую запрещено по закону. Дело не в этом. Просто, Я понимаете, прошу как- прощения, не надо заниматься самозахватом микрофона. Я понимаю, что тема самовольного, незаконного строительства, она очень острая, тем более, когда она подкреплена еще наглядными картинками, которые мы все увидели. Но это не единственная проблема в той сфере, которую мы сегодня обсуждаем. Поэтому я очень прошу всех, кто здесь присутствует,